Доброе омское утро. В общем, в Омске мы провели 2 ночи и 2 дня. Мы приехали сюда 12. в пятницу, да? В пятницу. Почему? В субботу? В субботу 12 В часов. субботу, да, днем мы приехали. 11 часов дня. Ну, нам как бы еще повезло то, что время перевелось как раз на час назад. То есть мы продлили себе день на час. Мы замечательно погуляли. Кушали мы? Не помню. Нет. Мы в разных местах с тобой кушали. Да, у нас разный стол. Теперь разный стол. Антон ел в ресторане, а я в KFC. Ну ладно. Потому что у нас была на это причина. Но Антона там, короче, с кроссовками какая-то беда произошла. Ему надавило ногу. Шина захворала. А я хотела гулять. В общем, Антон отправился в гостиницу, а я выгуливалась. Но зато вчера утром мы вышли так замечательно. Я уже знала, куда его везти, что ему показать. Провела экскурсию по центру. Мы маленько погуляли, зашли в торговый центр. Там кое-что купили. Я наконец-то сало поел. Я сало хочу. Да, Антон хотел сало. Сейчас еще хочет. Но сало, кстати, вкусное было, да? Сало хорошее. Ну, не сало, а грудинка. Вот. Мы там кое-что взяли. Еще прогулялись. Заказали такси и поехали в гости. Съездили в гости к моей подруге, к моим... к подруге с мужем, к моим друзьям. Замечательно посидели. Наболтались, наелись до отвала, так как была Пасха, там были куличи, Пасхи, яйца. Контроль в спину. И все, вечером мы приехали в гостиницу, подготовились, легли спать. И вот очередной наш выезд в 5 утра. Сегодня из Омска едем до Тюмени, там ориентировочно 600 километров. 617. 617. Ну, это твой показывает так, а потом еще больше покажет на табличках на каких-нибудь, да? Наоборот, меньше. Вот, так что вот мы выезжаем из Омска. Картон. Контроль в спину. Нам вчера с собой дали кулич, яйца. Так что у нас сегодня будет завтрак. Они там яйца в жаре-то не Какой вылупились. жаре-то? Ничего не будет. Жары же такой нету. Не вылупились. Ну вот все, двигаемся. Слушайте, тут самокаты стоят просто вот на каждом углу. Их оставляют, они стоят круглосуточно. Типа как каршеринг. Пришел, активировал, уехал, бросил где-то там в другом месте и пошел куда тебе надо. И что самое смешное, они просто стоят круглосуточно, и их никто не трогает. И, простите, в нашем бы городе бы уже бы эти самокаты раздолбали, разломали, если у нас умудряются, воровать Наташи. Домофонные двери. Домофонные двери, и разбивать памятники, ледяные скульптуры, я не знаю, все что угодно. Мы сейчас едем по мосту через Иртыш. Красивенько так светится. Вон наша гостиница самая высокая, самая светящаяся. Вчера мы были в гостях на противоположном берегу. Я вот, честно говоря, что-то как-то не уточнила. Левый, правый, у них там как-то же называется левобережье, правобережье. В общем, мы были в самом центре Омска. У нас, получается, центр Омска, он такой весь состоит из старых зданий. Здания настолько все ухоженные, нигде ничего не отваливается, нигде ничего не болтается. Все прямо вообще как яички, все покрашенные, вышкаленные, чистота, уют.
Вот. А на противоположном берегу мы были, там уже более новый Омск. И, значит, в том Омске уже новые дома, новостроек очень много, огромных красивых домов, там как-то, ну, Контроль в спину. помощнее, что ли, так сказать, половина города. Ну, тоже очень интересно, красиво. Потом в том дворе, где мы были, значит, у них стоят огромный комплекс домов, таких многоэтажных всякие, там как красиво очень выстроены, там выше, ниже, как башни какие-то. Но во дворе тоже нет парковок абсолютно. Ребята рассказали, что парковки Контроль в спину. были запланированы с этим домом, когда их строили. Кордон. Люди даже купили уже будущие свои парковки, эти подземные. Но в результате их обманули, и люди остались и без парковки, и без места, как говорится, и без денег. Там вырос домик. Да, на том месте просто построили какой-то другой дом. Вот. А так, когда я была 23, наверное, года назад здесь в Омске у них, они 600 метров поверните налево. жили в другом доме, в КПДшке, Скат. а напротив через дорогу были огромные поля, там люди сажали картошку, у каждого своя делянка была. Мы ходили, помню, они мне показывали свое картофельное поле. И сейчас вот на этом картофельном поле Объект пройден. вырос целый город. Очень красиво. Ну вот на самом деле, Поверните налево. на данный момент, пока из всей России, мне второй город только понравился. Я обычно приезжаю, всегда говорю, фу, город серый, там некрасивый, грязный там или еще что-то, да. Ну вот Улан-Удэ мне понравился, в принципе, да. Прямо 2 километра. Ну так. И вот Омск мне очень понравился. Прям вот я в восторге от Омска. Хотя он тоже на данный момент серый, зелени еще нет. Травка начинает, конечно, проклевываться, но пока еще все это так себе. Тебе понравился Омск, Антон? Понравился. Антон спит еще. За рулем спит. Досыпаю. Досыпает. Ну вот сейчас мы едем по левому берегу. Ты уверена, что болел? Ну мы же переехали через мост. Вообще, да? Да, Оксана же говорила, что они на левом берегу живут. Ну, значит, это левый берег. Правый берег это где центр, левый. Ну, конечно, не уверена, но почему так, мне кажется, смутно как-то. Я помню это еще и из прошлых лет, когда я приезжала. Вот, едем по окраине, по всей видимости, по объездной дороге. Вот, в принципе, это, видимо, не совсем ну да, по краю города проехали, но тут уже сразу вот такие вот большие дома начинаются, все светится. А мы в прошлый раз выезжали. Метров на светофоре. Да. Поверните налево. Мы в прошлый раз выезжали же через эту дорогу, сейчас еще где-то церковь тут будет какая-то светиться. Не знаю. Да-да-да, когда мы оттуда, Оксана еще сказала, что он нас через весь город повез. Вот он как раз через вот эту часть города нас и повез. Повел, то есть. Поверните налево. Подожди, красный Навигатор. свет. Галамари. Ну что? Не дочитала. Так, ладно, сейчас. В Омске тоже море металлических гаражей стоит. Видимо, какие-то их вывозят, что ли, куда-то, как площадки гаражные. Их прямо много-много. И еще мы вчера, когда ехали, я увидела
деревянные двухэтажные дома, старые. И рядом одноэтажные бараки стоят деревянные. Так интересно, блин, ну просто неожиданно. Вот еще эти гаражи всякие. Это мы уже за Омск, получается, выехали, да? Смотрите, сколько подъемных кранов. Что тут строят, интересно, такое мощное. На баннере нету. Они прямо подсвечиваются. Ух ты, Антон засмотрелся. Простите, Антон засмотрелся. Прям Трафарет не остался? подсвечиваются. Красиво. Даже краны. Нифига не видно, конечно, там еще в стекле так отсвечивает. Троекурово. Какая-то тяжелая техника стоит, ночует. Интересно так. Еще интересно, вчера что-то заговорили с ребятами, что вот как там машины у вас ночуют. Ну, то есть они сами из Якутска, Юра сам водитель. И мы рассказываем, ну и мы такие, ну там у кого гаражи. Пробки в Якутске, пробки откуда? Ну да, они были удивлены, что в Якутске пробки, откуда могут быть пробки. Потом дошло до гаражей, значит, а если вы на улице оставите машину, то она замерзнет или как? Мы говорим, сейчас люди все там под Наташами стоят. Ну и такие два удивленных лица. Под какими Наташами? А что такое Наташа? Мы говорим, вы что, не видели, что ли? По-моему, сейчас во всех новостях, во всех этих передачах про Якутск везде показывают эти Наташи. Нет, мы не видели. Ну, мы видели там передачу, где там рыба эта стоит на рынке, да, замороженная. Никакие Наташи мы не знаем. Ну, мы, значит, открыли. В интернете я нашла, и у меня было видео, я в своем бывшем дворе снимала, как едет машина с этой Наташей наверху на багажнике. Улитка. И как, машины в Наташах стоят. Они вообще были так удивлены. У них глаза, конечно, были округленные. Так у нас зимой машинки спят. Гаражи какие. Вот сосед привез его на багажнике. Сейчас он так вот откроет это все дело. Его машинка тоже будет спать. Воняет газом каким-то, да? Пропановскую заправку уже проехали. Да? Ужасно так газом воняет. Вот, короче говоря. Оказывается, им тоже такие Наташи нужны здесь. Видимо, ненадолго. Но смотрите, погода до сих пор дубак. Вот сейчас минус 2 градуса, ветер прямо холодный. Очень холодно. Обычно в Омске в это время уже, говорят, все зеленеет и тепло. А мы как-то попали в какую-то холодрыгу. Будем надеяться, что сегодня нам снег нигде не выпадет, да? Тьфу-тьфу-тьфу. Вот я молчу, а тебе надо? Я сказала тьфу-тьфу-тьфу. Ну просто понимаешь, молчишь ты же все равно об этом подумал. Если бы даже ты промолчал и подумал, это уже плохо. Да нет, по прогнозам ничего не должно быть. Телефон. Какой у нас сегодня замечательный завтрак по пути. Ехали от Омска, сколько там километров? 107 километров. Какое-то небо не очень приятное. Это не я. Не, ну а что? Молчи, ведьма. Да, тут какой-то Дюкалинский или какой район, если я правильно прочитала. И показывает, что тут ветер и минус 8 градусов. Ну, ветер машину сдувает, реально. Трещит, ага. Ну вот по камышам, кстати, видно, нифига, правда, ветер. Господи, за что нам это? Как-то мерзенько, камыши прям реально аж отлетают. Да нет, снега-то уж точно не катится. Ну, блин, знаешь, когда показывает минус 8,
Дождя точно не будет, а вот снег. Но небо как будто бы не снежное. Наверное, может, если снег с дождем. Сегодня надо. понедельник, ребятки раньше проснулись, да? На Да, разгрузку прямо спешат. до упаду едут и едут все. Столь ранний час. А вот с нашими дорогами работа водителем-дальнобойщика, это, блин, я не знаю, с чем сравнить, блин. Если бы еще все водилы были культурные, нормальные, то есть нырки, которые топит, в последний момент перед тобой раз и тормозит, получается, всю колонну, блин. А кто-то может быть идти на круиз-контроле, задремать, блин, или еще что-нибудь. Слышишь, задремать, блин. Ты там задремать. Валберес? Очень-очень много машин Валберес попадается на пути. А в прошлый раз мы ехали, мы очень много видели не Озон, а второй, это как его? Тоже торговая платформа, блин. Не знаю, кого ты там видел. Блин. Я только Валберес вижу везде. Зараза, блин, на небо черное там слева. Да, нормально все там с ним. Рябовский, Сергеевка. Поражает вот на протяжении уже стольких километров. То есть вот до Омска мы ехали в субботу. И сейчас после Омска едем. Просто километры погибших берез. То ли они сгнившие, то ли они сгоревшие. Огрызки вот эти вот стоят. Торчат белые. А внизу черные, по всей видимости, сгоревшие. Когда-то сгорели. Проехали еще около 100 километров. На горизонте солнышко появилось, небо чистое. Едем, радуемся. Взяли кофеек вкусный. Как эта заправка называется? Газпромнефть? Газпромнефть. Я ее хочу Сахатранснефтегаз все время назвать, потому что она синенькая. Саханефтегаз, блин. Ну какая-то фигня про Саха. Короче, едем дальше. И радуемся солнышку. Впереди нас идет колонна с инкассаторскими грузовиками. Их сопровождают. Ой, не видно. Их сопровождают патрульные машины, которые не дают обгонять эту колонну. Как только встречка проходит, они сразу выходят на встречку. Ну, задняя патрулька. Как там правильно? Замыкающая. Задняя. Сразу же выходит на встречку и не дает никому обгонять. И вот колонна образовалась спереди и сзади. Куда-то повезли много денег, по всей видимости. Газовики же. Газпром. Мечты сбываются. Не, нефтяники же в Тюмени. А, какая разница. Со скоростью 80 километров телепаемся. Чтобы была стабильная скорость, чтобы на круизе ехать. А у них 80, 75, 80, 75. Сколько там, говоришь, 5 грузовиков идет, да? Ну, я не знаю, примерно не считаю. Ты по сторонам смотри, мало ли мешочек выпадет. Да, уж, блядь, если выпадет кто-нибудь вперед меня посмотрит. Там же ближе есть машины. Ну, один наглец, фу, обошел. А чё он наглец? А гаишник перекрыл сразу. Он очень торопился. Видите, я снимаю 3 больших и 3 маленьких. И гаишники спереди и сзади. И мы. Жим. Наверное, надо покушать. А то мы так долго будем за ними ехать. Пока покушаем, пустим, да? Я буду кушать.
сосисками, сарделька итальяна, пицца устанешь веселиться, самса попочешься, чебурата с мясом. Вот мы уже подъехали к Тюмени. Отвлеклась тут маленько. На час где-то примерно искала гостиницу. Не знаю, какую-то нашла. Просто в той гостинице, в которой мы были в прошлый раз, что-то у нее отзывы испортились почему-то. 2 года назад мы были. Вроде бы нормальная гостиница. Чистенькая, аккуратненькая. Завтраком еще накормили нас. Кровать хорошая. Ну, не знаю, нам все понравилось. Так, вот сейчас какие-то отзывы прям вообще ужасные. Поэтому мы искали гостиницу тоже там поближе к тому месту. Обзванивала. Почему-то у них странно, у всех гостиниц, которые более-менее приличные, там со звездами, да, забегаловки, почему-то нет парковок. Обычная парковка там вдоль дороги, но камеру у нас туда смотрят. Или можете возле Магнита поставить. Очень интересно вообще, как бы, ну, такой город в центре России, да, можно сказать. И, блин, ну, не знаю, люди же приезжают в командировки, останавливаются в гостинице. Гостиниц полно, они все такие достаточно большие, на много номеров, и нет парковок своих охраняемых. В общем, не знаю, сейчас едем в одну гостиницу, которая более-менее нормальная. А, нет, была одна с парковкой. Там сказали, номер стоит, что-то там 8. Ценник с одного человека 6 тысяч. Не 6, а 7,5. Ты сказала, 6 тысяч, да, 6 тысяч с одного человека. как это, блин, двуспальная кровать, и тут за второго, блин, Да. доплачиваю. А если я с плюшевым мишкой приеду, за него тоже платить? Что ли? В общем, короче, очень интересные такие цены, но вроде бы как приличная гостиница, по фотографиям, парковка есть охраняемая. И цена, блин, если мы будем такие деньги отдавать за гостиницы, чтобы переночевать, То мы можем разворачиваться домой. да, лучше в машине поспим. Вот сейчас едем, не знаю, посмотрим, что за гостиница. То есть гостиница-то вроде бы неплохая и по отзывам, и по цене нормальная. Но парковки у них нет своей. Сказали, ну вот там можете поставить там-то. У нас туда камеры смотрят. Но там сейчас мест нет, они освободятся только вечером. Нормально так. Надеемся, вдруг там какое-нибудь одно место освободилось. В общем, нужно посмотреть. Будем посмотреть. А так мы едем уже в пригороде Тюмени. Сегодня вообще почти ничего не снимала, потому что дорога какая-то была однообразная. Слава богу, она была, Сухая. да, сухая, длинная. Время еще перевелось, а мы вот, считай, в 12 часов приехали. Поэтому у нас будет Судьба такая. возможность. Судьба такая. Оля у нас ждет сегодня новыми фразами. Будет возможность у нас погулять еще, посмотреть. И завтра у нас еще будет целый день в Тюмени. Поэтому, если что-то не успею, поснимаю, если рот не разину, как обычно. Что-то я сегодня увидела. Проезжали. Огромная птица сидела, орел или кто-то такой прямо огромный. Я таких в жизни никогда не видела. Я вместо того, чтобы снимать, мы не очень-то уж и быстро ехали. Я разоралась тут на всю машину. Смотри, смотри. И все, и прошляпала этого птица. Поэтому вот въезжаем в Тюмень. А чем мы въезжаем-то? Еще 20 километров показывает до Тюмени. Но это пригород. Сейчас, когда будем прям в саму Тюмень заедем, покажу тут такие красивые домики у них. Были, по крайней мере, 2 года назад, если все не испортили. Так же, как ту гостиницу, в которой мы останавливались. В общем, едем. Надо сделать. Вот, сейчас в Тюмени.
По кольцу или это не кольцо? Нет, это не кольцо, они на светофоре стоят. Нам туда уходить надо. Надо выскочить в ту сторону. Красивенькие домишки. Как раз мы сейчас, по-моему, на ту улицу поворачиваем, где эти красивенькие домишки, да? Нет, там вся Мы дорога. оттуда же заезжали. Мы оттуда заезжали. Вот А, так. да. Мне кажется, как будто оттуда. Ну, я так думаю. Я-то не местный. Я так. Но мы, допустим, когда утром с тобой на Якутск выезжали вот отсюда сюда, чик. А когда из Москвы, мы оттуда сюда заворачивали. Поверните направо. Поворачиваем направо. Объект пройден. Прямо 1,5 километра. Так светло, хорошо в городе. Светло. Очаково. Впереди камера контроля перекрестка. Что тут пиво делают? А? Пиво, что ли? Очаково, натуральные напитки. Наверное. Ничего себе. Ничего себе. Большое какое. Вот тоже знаки полос расположены, блин, что из-за будки, из-за грузовика их не видно, блин. Еще нельзя подвешать, висят же провода какие-то. Улица Харьковская. Улица Харьковская. А мы еще что проезжали? Киев, да? Или что-то такое? Киев, ну по-другому написано. Короче, какая-то деревня или что-то там, что-то с Киевом связано. Да ты сегодня что-то отдыхаешь, оператор, блин, ничего не снимаешь. А сегодня ничего интересного не было. Дорога да дорога. Или она уже нам примелькалась. Конечно, зритель-то хочет видеть дорогу, блин, он тоже хочет ехать, Но потом они не будет. только дорогу О, ходят. я здесь проезжал, ой, я здесь писел, допустим. да? Так, ну, конечно. Просто чтобы дорогу снимать, нужно что-то говорить. А у тебя Когда сегодня дорога ты пустая, немногословный. говорилка сегодня не работает. Но я монтировала серию, которая с Красноярска до Новосибирска. Она самая сложная. А, подожди, с Новосибирска до Омска. С Новосибирска до Омска мы вообще по шоколадной дороге долетели уже. Я уже, Короче, я уже запуталась, тоже запутался. какую я серию монтировала. Короче, если какой-то город просохатим, добьем Да его нет, полностью. просохатить не просохатим точно. Такие вот домишки коричневые. Мы, по-моему, уже приехали, да? Ну, почти. Как раз где-то здесь, Контроль светофора. в этих домах. Через 300 метров поверните налево. Во двор. А затем поверните налево. Под трубы. Трубы-то такие толстые. Я первый раз вижу в центральных городах, что трубы так торчат. Только у нас, я думала, так. Поверните налево. Во двор. А затем поверните налево. Хорошо, договорились. Да, вот светлое, темное, вот здесь вот где-то темное. У вот. них окна куда-то сюда еще. Вот он, уходят, да? балкон даже курили здесь. Мгм. И что у них? С парковкой. Мое место занял он какая-то. Да? Вы приехали. Конечно. Мы здесь ставили машину. Да, надо здесь ставить машину, говорят. Мгм. Но я просто поеду туда, поставлю. А вот место есть, нет? А там, по-моему, тоже есть. Вот за ним есть. Ну, вон сколько мест. Сзади. Место, по-моему. Мгм. Такие дома красивые, прям, мне нравится. Газбек. Пекарня. Короче, мы сегодня решили в отеле не останавливаться, нас уболтали остановиться в гостях. Потому что с этими парковками возле отелей проблема, а возле дома вот вообще замечательно. И мы сейчас пойдем в гости. Достанешь игрушку? Достану. Игрушку? Угу.
Что, как жизнь? Лучше всех теперь-то. Вы теперь вообще вот это на ютубе или где там? Звезды, блин. Звезды, да, я сам положу. Здорово. Тоже будешь звездой. Тоже буду звездой. Давай, Ну. проходи, чувствуй себя как дома. Да? Хорошо. Давай. Всем привет. Привет. Да, поцелуй. Давай. Такие серьезные не могу. Я не умею, он, короче. Гаджет. Мальчики на вождение сдают с коляской. Я хватит меня туда. Сходили в магазин, но в Тюмени намного теплее, чем в предыдущих во всех городах. Ветер есть, но все равно тепло, я прям кайфую. И дома интересные, большие, классные.